Это 18-я школа Казани на Муштаре. Сегодня на учебу не пришли около 90 детей. У 12 подтвердили корь, остальные контактные и непривитые. Все болеющие госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Сегодня родители только и говорят о вспышке. Многие родители считают, что прививать детей нельзя, и это их выбор. Привитые дети не болеют. Поэтому у меня нет никакой опасности, что мои дети заболеют. Мы детей спокойно водим в школу, прививаемся вовремя, самое главное, и все в порядке. На момент обнаружения очага в этой школе у 116 человек не было прививок от кори. Это 103 ученика и 13 педагогов. Сейчас все учителя и некоторые дети уже вакцинировались, а вот родители 77 учеников отказываются. По требованиям санитарных правил мы вынесли постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан об отстранении данных лиц без прививок от посещения организованного коллектива. Для остальных лиц в этой школе, там порядка 130 контактных в целом, но они имеют прививки, за ними просто установлено медицинское наблюдение на 21 день. Это самый крупный очаг в республике. В Татарстане в этом году зафиксировано 135 случаев кори. Это в 40 раз больше по сравнению с началом прошлого года. Если раньше большинство случаев были завозными, как правило, из стран СНГ, то сейчас обстановка изменилась. В основном болеют непривитые. Только 23% зараженных иностранцы, хотя вакцина в достатке. Есть иммуновакцина, есть ИД-вакцина, и в настоящее время мы еще ожидаем порядка 6 тысяч как раз на очаги вакцины, поэтому нет, вакцины достаточно, и в приоритете, конечно же, очаги. Первые признаки кори схожи с другими ОРЗ, говорят специалисты. Основные симптомы – температура, конъюнктивит и кашель. На третий день на лице и теле появляется сыпь. 75% болеющих – дети. Традиционно корь считается детской инфекцией, но болеют и взрослые, особенно те, которые не были привиты, либо которые были привиты давно и у них утратился иммунитет. Иммунитет после вакцинации утрачивается, ослабевает, по крайней мере, через 10-15 лет. И если через 20 лет взрослый человек, которому давно была проведена вакцинация, будет в контакте с больным корью, то он с высокой степенью вероятности может заболеть. Кори опасны серьезными осложнениями, говорят врачи. Чаще всего появляются проблемы с легкими, развивается ларингит. Единственный способ защититься от кори – сделать прививку. Алия Хайрудинова, Инзиля Хусаинова, Рамзиль Гарипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань.